В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Здравствуйте. В Абхазию прибыла вторая партия противовирусных препаратов и антибиотиков, закупленных Министерством здравоохранения республики. Первая партия медикаментов была распределена между главными медицинскими учреждениями страны еще в январе. Какие лекарства закуплены Минздравом сейчас и как они будут распределяться, в репортаже Али Китрапш. Большой перечень эффективных при ОРВИ и разных видах гриппа противовирусных препаратов, в том числе Тамифлю и Риленза, а также широкий спектр антибиотиков, были переданы Минздравом Абхазии Центральной республиканской и детской больницам. Вторая партия лекарственных средств, закупленных ведомством, поступила в республику. Следует отметить, что первая партия медикаментов была завезена еще в январе. Препарат Тамифлю – это противовирусный препарат. Он очень необходим именно для вот этого злободневного нашего гриппа H1N1, так называемого свиного гриппа. При этом вот он очень эффективный препарат, мы получаем. Я хочу пояснить, эти препараты мы даем бесплатно только стационарным больным, то есть тем больным, которые госпитализированы в больницу. Так как мы являемся стационаром, амбулаторным больным, то есть тем больным, которые лечатся дома, мы эти препараты не выдаем. Игорь Джопа также рассказал о ситуации с заболеваемостью сезонным свиным гриппом среди детей. С начала текущего года в детскую республиканскую больницу обратились 19 человек с лабораторно подтвержденным вирусом штамма H1N1. На сегодняшний день в стационаре нет ни одного тяжелобольного ребенка. Все дети, у которых был выявлен этот вирус, проходят лечение амбулаторно. Кроме того, снизилось количество детей, обращающихся в больницу с симптомами ОРВИ. Говоря о вспышках сезонного гриппа, ОРВИ, ОРЗ, в том числе и вируса штамма H1N1, первый заместитель министра здравоохранения Абхазии Алхаз Канджари отметил, что заболеваемость достигла пиковых показателей и теперь идет на спад. С пятой недели этого уже нового года у нас наблюдалось, пиковые значения наблюдались. Каждый день фактически мы получаем сведения от главврачей республиканских больниц, это детская больница, это республиканская больница, плюс санитарные врачи докладывают нам о количестве больных, если среди них тяжелые больные. По словам наших специалистов, мы пиковых значений уже достигли и заболевания идут на спад, то есть я беру во внимание общее количество заболевших, а не говорю только о вирусе штамма H1N1. Большая партия противовирусных препаратов и антибиотиков поступила и в Центральную республиканскую больницу. Медикаменты будут выдаваться бесплатно больным, находящимся в стационаре. По словам главного терапевта республики Анжелы Арчели, на сегодняшний день в республиканской больнице проходит лечение только один пациент с вирусом штамма H1N1. С 1 января к нам поступило 170 пациентов, страдающих в той или иной мере заболеванием бронхолегочной системы, осложнением после вирусных инфекций. Из 170 пациентов больше 50% было обследовано на H1N1, но доказано около 15 пациентов. Они уже выписаны в удовлетворительном состоянии. К счастью, смертельных случаев от H1N1, пневмонии, вызванных гриппом группы А, у нас нет. На данный момент у нас один тяжелый, это крайне тяжелый больной, у него тяжелая сопутствующая патология, и у него имеется H1N1 подтвержденная пневмония. Стационарные больные, не амбулаторные. Они получают препараты противовирусные, и именно антибактериальные препараты получают за счет государства. Препараты, закупленные Минздравом Абхазии, также будут переданы в детскую и первую поликлиники города Сухум для пациентов, проходящих лечение амбулаторно. Сегодня был составлен документ, накладная, по которым детишки, которые попадают в поликлинику, они уже после осмотра врача, если необходимость есть, будет выдача препаратов на бесплатной основе. Поликлиника номер 1, они тоже, сегодня был составлен документ, по которым, получат препараты. По словам медиков, в середине марта ожидается вторая волна вспышки ОРВИ, а также свиного гриппа. Поэтому специалисты рекомендуют продолжать профилактику заболеваний. Али Китрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Среди учащихся Чамчирского района в настоящее время нет ни одного официально подтвержденного случая заболевания вирусом H1N1, сообщили нашему корреспонденту в районном управлении образования. Всего в Чамчирском районе 27 школ, в которых обучаются 2247 детей. Из них в данное время не посещают занятия 350 человек.
Как подчеркнули в управлении образования, большинство детей не ходят в школу из-за опасения заразиться. В то же время, по сравнению с прошедшей неделей, сейчас посещаемость во всех школах района намного лучше. В нашей школе количество общее 387 человек. Из 387 мы сейчас собрали статистику. У нас получается 47 человек отсутствует. Но что я хочу сказать, не по причине болезни, а там разные причины. Но насчет заболеваемости детей у нас тут получилось так, что многие дети, которые уже учатся в школе, они уже переболели. Грипп уже прошел. В Центральном выставочном зале Сухума открылась фотовыставка, посвященная 85-летию Союза писателей Абхазии. На выставке было представлено более 110 фотографий, рассказывающих об истории национальной литературы. Выставку посетил президент Рауль Хаджимба. Подробности в репортаже Саида Джарсалия. Более 150 уникальных фотоснимков, сделанных с начала 20 века и до наших дней, были выставлены в Центральном выставочном зале к юбилею Союза писателей. Фотоснимки отражают моменты из жизни выдающихся абхазских писателей и деятелей культуры. Почти все фотографии были собраны из личных архивов авторов. По словам организаторов, все снимки в совокупности представляют огромный пласт культуры абхазского народа. Сегодня знаменательный день для всего писательского сообщества Абхазии, для всей нашей культуры. Здесь в хронологическом порядке, начиная от основоположника абхазской художественной литературы Дмитрия Иосифовича Гуля, весь 20 век охватывает. И последний период, 21 век. Для нас, конечно, немаловажно это все сохранить. И для молодого поколения, конечно же, и для будущих поколений. Фотоснимки в хронологическом порядке рассказывают об истории Абхазии. Здесь и самые первые фотографии, сделанные в середине прошлого столетия. Снимки, на которых запечатлены абхазские писатели со своими знаменитыми на весь мир зарубежными коллегами и политическими лидерами разных стран, вызывают особый интерес. Каждая фотография уникальна по-своему. Вот фото, на которой изображены классики русской и абхазской литературы советского периода – Александр Твардовский, Константин Симонов и Баграт Шинкуба. В истории этих фотографий можно так ретроспективно пройтись по истории Абхазии. Здесь одна очень интересная фотография, снята она в Агудзерах, на даче Константина Михайловича Симонова. Редкая фотография, где три великих человека вместе. Очень интересно, что в дневниках Баграта Шинкуба этот эпизод очень тщательно описан, как это происходило и какие у них были разговоры о судьбе Советского Союза, об истории Абхазии. Прозаик Анзор Мукпа, увидев фотографию 19-летней давности с изображением абхазских поэтов и писателей, вспоминает день, когда в Союзе писателей отмечали юбилей Баграта Шинкуба. Все-таки фотография – великое дело. Люди, к сожалению, уходят. Вот как бы смотришь и вспоминаешь. Я думаю, нам, людям, надо ценить друг друга, пока мы живы. А там остается только воспоминания и фотографии. И творчество, конечно. Выставку, организованную Союзом писателей Абхазии, посетил и президент республики Рауль Хаджимба. Он лично осмотрел все исторические фотоснимки. Наряду с фотографиями на выставке были и уникальные книжные издания прошлого века, представленные Национальной библиотекой имени Ивана Папаскир. Эти исторические материалы еще долгое время будут служить ценным источником информации для ученых. За каждой фотографией стоит событие. Многие из этих снимков стали символом своего времени и остались в памяти многих людей. Сегодня абхазская литература может быть очень достойно представлена и в мировой антологии любой, благодаря тому, что была такая мощная плеяда абхазских писателей, Дмитрий Гули и его соратники. Вот они создали письменность, литературу, продвинули вперед национальную идею. И вот это мы все имеем возможность спокойно сегодня лицезреть. Прекрасные фотографии, и хорошо они систематизированы, представлены очень интересно, оригинально, поэтапно, чтобы даже обыватель, посмотрев на них, на эти фотографии, имел бы уже хорошее, правильное, объективное представление о том, каким путем шла
Абхазия шла литература. Фотовыставку, приуроченную к юбилею Союза писателей, можно увидеть до конца недели. По словам организаторов, позже из всех этих уникальных фотографий будет создан фотоальбом. Саиджар Саля, Алексей Гухава, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. Президент Рауль Хаджимба подписал указ о присвоении почетного звания заслуженной работник культуры Республики Абхазия Валику Габечи, бывшему директору Дворца культуры села Лахна Гудаутского района, и Виталию Кацба, директору Дома детского творчества Айнар, члену Союза художников Абхазии и России, за многолетнюю и плодотворную работу в области культуры, высокое профессиональное мастерство. В торгово-промышленной палате Абхазии состоялась встреча президента палаты Тамилы Мирцхулава с предпринимателями из Республики Башкортостан, которые приехали в Абхазию, чтобы ознакомиться с экономическим потенциалом республики. Особый интерес гости проявляют к туристической и сельскохозяйственной сферам, а также к подписанному между правительствами Республики Абхазия и Российской Федерации соглашению о режиме торговли и основным направлением деятельности ТПП Абхазии. На встрече рассмотрели возможность приглашения туроператоров Башкортостана посетить Абхазию, чтобы максимально проинформировать их о деятельности в этой сфере. Участники встречи также обсудили вопросы открытия торгового дома «Товары из Башкирии» в Абхазии, который предоставил бы возможность правильно анализировать рынок для дальнейшего экспорта, импорта и организации выставки как абхазской продукции в Республике Башкортостан, так и наоборот. Предприниматели выразили готовность к сотрудничеству с бизнес-сообществом Абхазии в разных направлениях. В рамках проекта «Крик улиц», организованного общественной организацией «Амч» при поддержке ПРООН, 25-26 января в Сухуми проходил тренинг по уличному искусству стрит-арт. Художники и урбанисты знакомили молодых мастеров кисти с основными видами, методами и направлениями стрит-арта. И вот в столице Абхазии появился первый настенный рисунок. Была расписана стена жилого дома. Как горожане приняли такое нововведение, расскажет Гугуца Вардания. Сегодня граффити – динамично развивающийся вид уличного искусства, одна из самых актуальных форм художественного самовыражения. Что касается Абхазии, то здесь это направление только набирает популярность. Проводятся тренинги по уличному искусству, где молодым художникам рассказывают об основных направлениях и техниках, знакомятся с известными стрит-арт-художниками и рассказывают о том, как и где наносить рисунки, чтобы они не превращались в вандализм. Так, в центре Сухума при поддержке столичной администрации совместно с архитектором Мадиной Чкото и сотрудниками ПРООН креативным рисунком было украшено здание жилого дома. По словам сотрудников ПРООН, в процессе работы возникла идея расширить пространство и вывести его за рамки ограждений, а также создать комфортные условия для людей с ограниченными возможностями. Программа развития ООН располагается на 3-м этаже, и не всем легко в силу определенных ограничений. И иногда как-то печально кого-то приглашать на встречу, когда ты знаешь, что изначально не может прийти. Поэтому сегодня, уже имея такое красивое пространство, мы можем пригласить всех гостей к нам, всех партнеров на неформальные встречи, на беседы. Стрит-арт в переводе с английского означает «уличное искусство». Это направление в современном изобразительном искусстве носит урбанистический характер. Под этим направлением подразумеваются настенные рисунки, изображения в общественных местах и на различных объектах, уличные инсталляции и многое другое. Сюжет граффити жилого дома в Сухуми, на котором художники изобразили пальмы в коричневых тонах, был выбран не случайно. Им хотелось максимально связать рисунок с нашей природой, а также с экологической проблемой пальм в Абхазии. Само цветовое решение и сюжет граффити, мы, скорее всего, к нам пришла эта мысль уже в ходе поиска идей разных. Мы там смотрели примеры в мире, и пальма, она нам как-то стала главным элементом граффити стала, и по ходу мы уже поняли, что, наверное, проблема экологическая, которая сейчас остро стоит в Сухуми и вообще по всей Абхазии с пальмовым долгоносиком, если я правильно называю вредителя, она как-то всем уже настолько не безразлична, что, мне кажется, это во многом тоже стало замыслом граффити. Через стрит-арт художник в первую очередь пытается вовлечь зрителя в диалог и показать сюжетную программу, не присваивая территорию. И это удалось молодому архитектору Мадине Чкото. Рисунком восторгаются не только жители дома, но и проходящие мимо горожане.
Мне очень нравится этот дом. Хотя я в нем не живу, но я хожу 2-3 раза мимо. С удовольствием смотрю на эту картину. Ну, просто необыкновенно. Если бы это можно было, весь город так разными украсить картинами, я бы рада была. Вы знаете, изначально мне казалось, что граффити в Абхазии, возможно, это будет не очень как-то, но глядя на этот рисунок, хочу сказать, что вполне гармонично, очень сочетается с атмосферой города, и мне очень нравится. Я за то, чтобы в дальнейшем также продолжали работать над этим и украшали город подобными атмосферными рисунками. Помимо благоустройства уличного пространства и предоставления возможности работать в условиях креативного офиса на открытом воздухе, сама идея несет за собой стремление обратить внимание на проблему чистоты в городе. Для нас главным достижением, наверное, будет не только то, что кто-то положительно отзовется об этой инициативе, а если кто-то переймет эту инициативу. Есть в Абхазии у нас довольно много организаций, которые занимаются и благотворительной деятельностью, и очень большое внимание обращают на атмосферу, которую они создают своим работникам. И возле их прилегающих территорий, я думаю, всегда найдется возможность как-то более улучшить, украсить эти пространства, чтобы их сотрудники могли также неформально сидеть, общаться и продолжать работать. Стрит-арт становится все более актуальным во всем мире. Применяя различные граффити фасадов многоквартирных домов, вовлекая в этот процесс молодых людей, можно не только обозначить проблемы, но и преобразовать пейзаж современного города. Гугут Савардани, Инала Гухава, Абхазское телевидение. И в конце выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Местами возможен туман. Температура воздуха ночью плюс 3,8, днем 9-14 тепла. Температура морской воды плюс 10. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.